Привет. Здравствуйте. Исемең ничек? Минем исемем Айрат. Кайсы авылыннан? Мин үзем Пашат авылыннан булам. Мәскәүдә ничә ел торасыз? Мәскәүдә мин торам, наверное, инде 1-2-3 ел. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Сейчас студент 3-го курса, вот, занимаюсь программированием в основном. И только сейчас начинаю вливаться в свою будущую, надеюсь, профессию. Чем, по-вашему, нижегородские татары отличаются от всех остальных? Ну, я думаю, в первую очередь, это, естественно, языком, потому что у нас татарский, он более мещерский, вот. Ну и, наверное, все-таки добротой, как-то человечностью, потому что, ну, по моему мнению, нижегородские, они более открытые, что ли бы. Ты с какой деревни? Рыбушкино, Нижегородская область. Как ты считаешь, чем отличаются нижегородские татары от всех остальных? На самом деле особо ничем. То есть я вот сейчас как бы в последнее время хожу в штаб татаров и встречаюсь с башкирскими татарами, казанскими, и понимаю, что то есть мы в принципе один единый народ. И руки, и ноги есть, да? То есть да, ну и как бы голова там, да. Не, ну то есть и менталитет в принципе одинаковый. То есть как такового там, ну в языке немножко есть различия, да, там вот, в диалектах. А так, ну менталитет один и тот же практически. То есть какой-то большой разницы я не чувствую. Привет, как тебя зовут? Денис. Откуда корни? Татарстан. Почему я пришел на Нижегородскую вечер, да? Ну, так как у меня работа связана с нижегородскими татарами, я здесь в Москве почти 90% веду нижегородские праздники, поэтому берсек мен уже нижегородный мишарына әйләнеп беттем. Сөйләшәм нижегородча. А как считаешь, нижегородские татары отличаются от других? Наверное, есть немного, потому что я когда на первую свадьбу пришел, дядька пришел ко мне говорит, улам атың ничек? А я такой говорю, абый, у нас в деревне, говорю, от нету уже, все уже, атлар бетти. Нет, атың, говорит, ничек. Ницик еще говорит, да, атың ницик. Вот, а он, говорит, у меня спрашивает имя, оказывается, исемең ничек. Вот, а я думаю, у меня же лошадки нету дома, там, я говорю, у меня атом йог уже. Вот, видимо, отличается немножко, да. Вообще, тебе нравится деревенская атмосфера, вот этот вайб деревенский? Ну, конечно. Я вот целое лето почти проводил в деревне. Вот, стараюсь летом хотя бы ощутить вот это. Я даже сено косил, сено все делал, там, ягоды собирал, коров пас. Вот, ну, все делал, все деревенское. В Москве, наверное, не хватает этого? Нет, не хватает. Ну вот потом заряжаюсь, на все лето заряжаюсь, и все, потом весна, точнее осень, зима, весна спокойно провожу в Москве, уже с морозильника ем плоды деревенские. А вот такой вопрос. Штаб татар дает хоть немножечко такую атмосферу, которая, ну, в деревне? Я думаю, не только мне, она, мне кажется, многим дает, потому что люди, приходя сюда, все равно начинают слушать татарскую речь, татарша сөйләшә башлыйлар, и вот это, ну, наверное, вспоминают, как у нас же все-таки мы росли в тех годах, когда в деревне еще мы собирались в скамейках вечером, семечки, там все дела, там что-то там болтали, что-то обсуждали. Здесь тоже такая же информация, такая же атмосфера, получается, сидим за чашком чая, что-то там обсуждаем, московскую татарскую жизнь, вот. И мне кажется, здесь именно вот эта деревенская атмосфера, она как раз и притягивает штаб татар, да. Исәнмесез? Исемең ничек? Диля. Кайсы авылыннан? Рыбушкина һәм Анда. Корни или родом? Корни. Сама из Москвы. Чем, по-вашему, отличаются нижегородские татары от остальных татар? Ну, мне кажется, какими-то традициями и, может быть, сплоченностью, но особо каких-то косвенных различий я не вижу между, например, нижегородскими, казанскими татарами. Мне кажется, вообще татары — это дружный народ. Чем, по-вашему, отличаются нижегородские татары от других татар? Ну, я могу ответить научно, а могу ответить, как чувствуется внутри, на самом деле. Это разные две вещи. И, если научно, то отличаются они, конечно, происхождением немножко, потому что татары нижегородские – это мещары. Там про это много лекций можно посмотреть. В целом разница, конечно, какая-то есть, но она на самом деле незначительная, потому что в целом татары, я сторонник того, что все татары все-таки единый народ, и поэтому разделять по сердцу одинаковые. Ну, потому что и тут, и там мы поем одинаковые песни, как минимум это уже показатель. А если вот в натуре попробовать понять, в чем действительно разница между нижегородскими татарами и другими татарами, у нас есть, наверное, такая
мне кажется, опять же, сейчас на меня могут критикой большой поехать, но мне кажется, вот у нас есть такое внутреннее единение, оно связано с тем, что нижегородские татары живут вместе в Москве, и мы относимся к деревне немного иначе, как татары, например, которые казанские. Потому что у нас деревня — это единственный оплот того, что у тебя есть татарского. Потому что большинство нижегородских татар в Москве, в Нижнем, там, Петербурге, но не в селе. Вот. А когда сюда приезжают студенты из Татарстана, я часто вижу, что они там во многом ассимилируются не то, ну вот они как будто так пренебрежительно, типа вот та культура колхозная, а мы приехали в город, а у нас наоборот, типа вот там то чувство татарского, и поэтому у нас вот есть немножко, мне кажется, другое отношение к деревне, но не факт, вот, поэтому, ну, насколько я встречал на своем жизненном опыте. Хайрлы киш, исемең ничек? Динара. Кайсы авылыннан? Пицца Хэм Рябушкина. Чем, по вашему мнению, отличаются нижегородские татары от обычных татар? Ой, какой интересный вопрос. Не задумывалась над этим вопросом. Не знаю, мне кажется, как-то все более душевно. Ну, в принципе, татары очень душевные люди, открытые, и как-то делить я бы не очень хотела, поэтому разницы я особо как-то не замечала. Я сам с Бугулюмы, из тех краев, родом, выходец, а в Москве уже очень давно, с 87 года я в Москве уже. Ну, вообще, этой деревенской атмосферы вам, наверное, не хватает здесь, в Москве? Но в какой-то части да. Потом, что хочу сказать, здесь много тоже нижегородских краев, очень много татар. Из наших краев, кстати, есть, но и поменьше, естественно. Но что хочу сказать, но это мне радостно, общение мне радостно. Штаб татар дает вообще такую атмосферу деревенскую? Дает. Штаб татар, хочу сказать, конечно, дает. Они молодцы, они стараются, они организовывают очень много вот таких мероприятий. Поэтому многие даже с удовольствием приходят. Как вам сегодняшнее мероприятие? Прекрасно. На самом деле прекрасно. Привет. Как зовут? Динара. Откуда родом? Родом из Москвы, но родители из Чембелея. Это Нижегородская Да. область. Чем, по-вашему, нижегородские татары отличаются от остальных татар? Вообще многим, очень многим, начиная от диалекта, заканчивая вот тем, что они такие душевные люди, они такие гостеприимные, в отличие от других татар. Знакома с некоторыми из Казани, они совершенно другие, у них совершенно другие правила дома, все иначе. А вот эта атмосфера татарская, ну, деревенская, нравится вам вообще? Расскажите вкратце. Безумно, я обожаю. Для меня деревня — это место силы. Я туда приезжаю, чтобы набраться сил, когда мне морально очень плохо, я еду туда. И вообще деревня для меня как дом. Там всегда родные. Именно место, знаете, даже не люди больше, а именно место держит. Атмосфера татарская — это самое любимое. Я очень обожаю свою национальность, это просто... В Москве не хватает, наверное, немножко деревенского вот этого вайба. Нет, хватает. У меня дома все на татарском разговаривают. У меня родственники все вместе, постоянно мы чай вместе пьем, и вот это вот все, поэтому хватает. Ну, плюс, наверное, штаб татар еще добавляет атмосферу. Впервые пришла. Впервые. И как вам сегодняшний вечер? Мне очень понравился, я еще буду приходить. Как вам сегодняшний вечер? Ну, вечер еще продолжается, но на данный момент все очень хорошо, все очень прекрасно, все на высшем уровне, мне очень понравилось. Придете еще в штаб? Да, иншаллах, приду. Как тебе сегодняшняя атмосфера? Как всегда, где нижегородские татары, я тоже часто сталкиваюсь с ними. Они любят петь, они очень общительные, очень живая аудитория. Для меня это очень близко, поэтому сегодня очень приятный вечер, очень приятный, душевный и такой живой, прямо вот живой вечер. Классно. Придешь еще в штаб татар? Я сюда периодически прихожу, да. Здорово. Спасибо большое тебе, Денис. Да, пожалуйста. Вообще расскажи про атмосферу в Нижнем Новгороде, в деревне. Вообще, как тебе, что нравится вообще про этот вайб? Летом деревни оживают, вот, туда все приезжают, и видно, как наполняется жизнью. То есть там вот по улице даже идешь, дети все ходят, бегают, прыгают. То есть это, потому что я очень часто бываю в межсезонье, и вот в этот момент такое унылое. Это как на море, если поехать зимой, зимнее море, и в каком-нибудь далеком от курортного места прям такой грусть, тоска. Вот в деревне то же самое. Летом это наоборот, вот цвета, такой прям жизненная энергия. В Москве, наверное, не хватает этого. Москва — это изначально мегаполис, который,
Ну, это деловой центр. То есть и это не только столица России, это, наверное, и такой накачанный деньгами, как я говорил, деловой центр, в котором, ну, все в движении. То есть мы как здесь белки в колесе, и, ну, наша же вина, мы еще и раскручиваем это колесо каждый раз все быстрее и быстрее, и здесь даже иногда не остается времени как бы встретиться. Бывает, что мы там всю зиму, там, весну и осень с друзьями не можем пересечь с соседних округов, а встречаемся в деревне. То есть вот такой вот парадокс в Москве. Нравится вам вообще атмосфера в Нижнем Новгороде, в деревне? Да, очень. Что можете рассказать такого интересного? Я с детства как бы провожу лето в деревне у бабушек, у дедушек, и как бы меня туда тянет всегда, каждый раз, как будто бы я там родилась. Вот. Очень отдыхает душа, очень перенаполняешься вот этой энергией. Душа отдыхает, как говорится, напитывается энергией. Я себя чувствую как дома, в родном краюшке. И, наверное, в Москве этого не хватает. Вот эта вот деревенская суета, вот этот воздух, люди совсем другие. И, блин, это очень круто на самом деле. Штаб-татар хоть немножко дает этой атмосферы? Да, конечно, татарская музыка, возможно, даже это сейчас слышно, под баян песни, самовар на столе, татарская еда, конечно же, это все дополняет, и чувствуется татарская атмосфера. В Москве, наверное, не хватает этого. В Москве не хватает, очень хочется, особенно во время суетных всяких будней, очень хочется в деревню. Штаб-татар хоть немножко. Да, очень напоминает эту атмосферу, дружелюбную, такую теплую, прям как дома себя чувствуешь. Как тебе сегодняшний вечер нижегородских татар? Сегодня здесь наши. Классно, очень нравится. Сегодня очень много песен, и у меня ощущение, что я вообще на какую-то свадьбу попал, и здесь постоянно поют, и, по-моему, сейчас скоро стакан начнут собирать уже. Придешь еще в штаб? Да, с удовольствием. Как зовут? Айрат Маратович Арифуллин. Откуда? Село Анда, Нижегородская область. Часто бываете там? Отпуски в основном вот лето, зима, майские особенно люблю. Вот эта вот атмосфера деревенская нравится вам? Вообще расскажите вкратце, что там происходит. Конечно, нравится. Я с детства, считай, в деревню гоняю. Каждое лето в детстве я 3 месяца находился там, поэтому я очень сильно привык к ней, я очень люблю ее. И на самом деле без вот этой атмосферы деревни и татарской музыки в том числе я жить особо не могу. Не хватает в Москве, да? Такого? Конечно, не хватает. Вот в основном, что может здесь в Москве давать такое чувство татарского, такого родного деревенского, это либо я сам дома сижу, пою песни, играю на баяне, либо прихожу, например, в штаб-татар или какие-то другие там Штаб-татар дает такую атмосферу. Конечно, да. Вот я во многом прихожу сюда ради песен, атмосферы татарской, чтобы вот немножко вернуться туда, в состояние деревни. Штаб-татар хоть чуть-чуть дает эту атмосферу деревни? Он дает не чуть-чуть, то есть он дает полное погружение в эту атмосферу. И, наверное, бывает тяжело, когда это первые разы, то есть когда ты приходишь, никого еще не знаешь, но когда начинаешь обрастать знакомыми, это уже все, это место силы. Вот, это прям такой, не знаю, капитальный, главный филиал деревни здесь. Kadir